Актер, режиссер, и ты был там не только режиссером, но много ролей в себе сочетал. Твое отношение к Библии? Когда мы можем обратиться к Богу и попросить Его, чтобы Он научил нас молиться. Вообще я в Бога не верю, но в момент, когда я творю, я чувствую себя верующим человеком. Творение восстает против Творца, ведь то же самое в Эдемском саду Адам с Евой сделали. Иисус Христос попадает условно в другой невидимый нами мир вместе с той плотью. Ну, есть лидеры мировых религий, да, Будда, Конфуций, Мухаммед. Вот первые слова молитвы. Отче наш. Иван, добро пожаловать на наш подкаст «Студию Доброго Пастуха». В общем, тебя знают все в Гагаузии. Я думаю, большинство. Потому что ты уже вошел в историю гагаузского народа в 21 веке. А тебе буду точно говорить, потому что ты режиссер первого гагаузского фильма «Дюнер-Джулюк». Актер, режиссер. И ты был там не только режиссером, но много ролей в себе сочетал. Причем вы начали делать этот фильм без финансирования, без подготовки. Это не был прям проект какой-то. То есть это было на идее, и ты там исполнял 10 ролей сразу. И вот я вижу, что вся Гагаузия, в общем-то, она так и началась. Вот с таких людей, как ты, с подвижников. То есть человек на идее, без какой-то реальной, значительной поддержки сзади. Но вот эта идея идет, и по чуть-чуть все собирается вокруг, и дело получается. Мне кажется, это такой типично гагаузский подход. Laf yok. Atlat Aliga. Nice adın senin güzel kız? Nida. Bu en zengin adam bizim köyde. Baba başladı bir yere bırakmama. Ama kapanda çürüyeceksin. Karını kızını kime bırakacaksın? Sen de değilsin günahsız. Anlaşmayasıdık. Zorla geleceğiz. Ah seni kara karga. Sen bilmerdin mi kim kızın babası? Yok bilmerdim da ne? Как думаешь, ты останешься в истории гагаузского народа? Спасибо огромное, что пригласил на подкаст. Я, если честно, впервые на подкасте. Интервью я прежде давал, но это немного более свободный формат, поэтому тоже интересно, поэтому мы и встретились. Вот. Что касается, останусь ли я в истории. Я цели такой себе не ставил изначально, поэтому сверхзадача данного проекта в целом была другая. Это сохранение и развитие, популяризация гагаузского языка, и культуры, и обычаев гагаузского народа. Но волею-неволею получается, что да, возможно, на какой-то период времени... Придется остаться. На какой-то период времени, и история, она понятие такое... Да, сложное. Поэтому на какой-то период времени, может быть, да, останусь. Например, 7 лет назад, условно, меня кто-то знал больше. Да? Через 7 лет назад уже будет знать меньше. И также наша жизнь, она вот как идет, история идет, и мы утекаем в эту вечность, утекаем. И в какой-то момент от нас остается только какое-то одно такое зерно, что был такой человек, и вот он жил, родился, и... Да, поэтому насколько это может радовать остаться в истории, это может быть какой-то момент такой, может быть, более тщеславный. А я не особо хотел бы быть тщеславным человеком, хотя мы иногда не замечаем за собой какие-то вещи, и, может быть, иногда такими и являемся перед другими людьми. Но истинно, конечно же, мы должны стремиться, чтобы быть более скромнее, смиреннее. Какой твой любимый режиссер? Из мирового кинематографа Вим Вендерс. Это немецкая фамилия, да? Да, это немецкий кинорежиссер.
Ну, самое известное кино «Небо над Берлином». Но И мо- почему именно это? Что нравится? Мое любимое кино у него это «Париж, Техас». Есть такой фильм. А также «Алиса в городах». Это первый фильм, который увидел Вим Вендерса. Если раньше я смотрел когда-то кино, я, как и все, как и зритель, смотрел за сюжетом. Мне был интересен сюжет, актеры. И когда заканчивался фильм, я никогда не задумывался, а кто режиссер этого фильма. Вот у меня всегда так было. И почему этот режиссер как бы мой любимый? Потому что когда я первый раз посмотрел его фильм «Алиса в городах», я уже на протяжении фильма задумывался, кто режиссер этого фильма. Я смотрел фильм я начал фильм этот смотреть не как фильм Вим Вендерса. Я начал смотреть фильм этот как фильм под названием «Алиса в городах». И в процессе просмотра меня заинтересовала личность этого человека. Как он смотрит на мир. Вот это мне стало очень интересно, и таким образом я уже погрузился в его творчество и уже начал просматривать многие его фильмы. В какой-то степени он повлиял на меня, даже на мое видение кино, на видение композиции кадра, на взаимоотношения актеров, на сюжет, на все, можно сказать. Здорово, что этот фильм состоялся, как ты сказал, из ничего, да, как из ничего. Из твоей мечты, Да. можно Да, сказать. получается, да. Это момент какого-то создания. Вот смотри, момент создания, да, творчества. Да? Мне кажется, вообще в целом само создание, да, чего-либо в нас тоже заложено, да, свыше, от Бога. Почему? Да, потому что как бы без создания, без творения чего-либо ничего бы не было. Весь мир появился по Слову Божию. Да будет свет. Да. И все появилось из ниоткуда. Так же и мы. Мы пришли из ниоткуда и уйдем. Но получается, это была идея Бога, творчество Бога. И он Получается- создал словом это. То есть был Получается- автор. Да, и мы, люди, в целом, мы создаем из ничего Ага, порой. о. Вот приходит сначала мысль. Приходит мысль, и она из ничего. Вот, по сути, его потрогать нельзя. Нельзя потрогать эту мысль, Да. идею. Но потом этой идеей ты живешь и создаешь какой-то такой мир, который начинает сначала быть духовным, потом он материализуется. Да? Ты сначала подумал, я хочу пить. И потихоньку ты наливаешь себе стакан воды, и этот стакан становится материален. Также и наши все, вот этот вот момент создания чего-то, либо творчества, творения. То есть, поэтому в этом плане, я так думаю, это мое личное мнение, что, как говорят, мы созданы по образу и подобию Божию. А И вот это в этом, в Библии написано, да, да? и в этом плане, мне кажется, человек образно подобен Богу. Да. В плане моменте потенциала Да, творчества. да, то, что он может творить, создавать, потому что само создание было заложено в человеке изначально от самого создания этого мира. Да. Ну, Да, это да, на да. мой взгляд. Да, все верно. И это полностью соответствует библейскому взгляду. И именно этим отличается человек от всех других творений Божьих, от животных и других. То есть человек способен творить что-то новое. Создавать какой-то мир. Да, создавать какой-то мир. Если птица, она запрограммирована там раз в полгода улетать куда-то, потом возвращаться, потом делать свое гнездышко так, то есть на уровне рефлексов, и это все примитивизировано, то человек может создать что-то, чего он даже не видел до этого. Видишь, это... Вот я вот добавил, смотри, Да. здесь ты очень интересный пример с птицей, да, привел. Ага. Но каким-то образом, да, птица, которая, как птица, создает гнездо, Да, это тоже какой-то маленький мир. да. Он- Маленькое творчество. Маленькое её. творчество. На ее узком, да, Уровне. инстинктивном уровне, да. А вот что касается человека, человек помимо того, что может материально, вот на каких-то таких вот простых вещах, там, построить дом, какие-то материальные вещи, человек награжден, видимо, свыше возможностью создавать мир духовный. Да, вот мы будем сегодня говорить о кинематографе. Кинематограф, он как создает? Это же кинематограф, он же как бы выжимка. Вот, допустим, сам кинематограф — это синтез всех предшествующих ему искусств. Конечно. Да? Да. А сам фильм, как продукт кинематографа, он является как бы своеобразной квинтэссенцией жизни.
где убрано все лишнее и оставлено только Ключевые какие-то только вещи. самое главное. И то есть получается, и вот это главное, которое есть, да, например, условно фильм, 2 часа, час, и у тебя остается всего лишь несколько часов. Вот мы говорим сейчас, ты говорил, вошел в историю. Вот сейчас я связываю с этой темой, и у тебя остается в конце несколько часов фильма, который становится безвременное. Оно вне времени. В нашем вообще этом безумном, хаотичном мире, где время имеет тенденцию к ускорению. Да, да. Но вот этот вот момент, который ты сохраняешь, 2 Зафиксировал. часа времени, фильм, это выжимка, идеальная выжимка жизни. Без всей остальной шелухи, условно, хаоса, который окружает вокруг нас. И именно поэтому искусство и сам кинематограф, почему возведен в ранг Великий первостепенного искусства, потому что, как я повторюсь, он включает в себя все предшествующие ему искусства. Ну какие? Живопись. Синтезирует в себе, да. Живопись, музыка, Да. Литература, драматургия, Театр. театр, Операторское искусство, операторская одежда. да, это Да. все, все Да, да, включено. Поэзия, литература, все это. Да, абсолютно. Сценарий, конечно, да, всё да. это. Поэтому и вот это вот такой, может быть, такой прекрасный, получается, Синтез. материал в конце, который можно увидеть. И вот именно это, на мой взгляд, остается в истории. Человек, он приходит и уходит в ту вечность, откуда он и прибыл. А то, что мы сделаем, создаем какой-то мир, вот этот маленький мир, кино, фильм 2 часа, вот этот мир и как доказательство нашей земной жизни, то, что мы создаем здесь, сегодня, в материальном мире, который мы можем видеть, осязать. То есть фильм это тоже попытка понять смысл своего бытия. Тоже, Я думаю, да, в то каком-то есть, смысле, да. Сжав его, попытка осознать что-то. Конечно. То есть не только привнести, но и что-то открыть. И я добавлю не только фильм, но вообще искусство. Вообще искусство. Да. Да, потому что есть очень многие люди, которые, условно, не верят в Бога, да, но живут по каким-то моральным принципам. Откуда они черпают вот это вдохновение? Они черпают его, условно, не из Библии, не из молитвы, они черпают его из искусства. Да. То есть, видимо, Бог каким-то образом так сделал, чтобы для тех людей, которые, например, по какой-то причине, Нерелигиозны? по какой-то причине отошли в какой-то момент от общения с Богом, Бог-то не перестал с нами общаться. Да. Это мы перестали. Да. И он, Он дал им искусство. Да, и он через искусство может таким образом вернуться к Богу, как бы громко это ни звучало. Как-то соприкоснуться или поискать. Да. Это очень... Хотя бы задуматься. Да, это очень интересная мысль. Но, во-первых, потому что искусство вплоть до эпохи Возрождения, Ренессанса, там, до 17 века, после Рождества Христова 90% произведений искусства были на библейскую тематику. Ну да. Я считаю, если вот посмотреть на христианскую тематику в кино, то самый великий фильм на библейские мотивы снятый, это фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Да, замечательный фильм. Это великий фильм, и он снят колоссально. Причем настолько, что актер, будучи неверующим человеком, который играл роль Христа, в процессе съемок и позже стал верующим человеком, христианином. То есть настолько они вниклись и прониклись. Есть другие классные христианские фильмы. «Бог не умер», трилогия, тоже очень интересно. Есть исторические, с библейскими мотивами, например, Иуда Бен-Гур, либо «Кво Вадис», «Куда идешь?». Вот «Страсти Христова», там вот моя, наверное, не только моя самая одна из, любимая сцена, можно сказать. И не только моя, я думаю. К этому весь фильм и подводит. Когда идет истязание Иисуса Христа, распятие. Очень реалистично, очень, да, и натурализм такой. Очень, да, и многие критиковали Мэл Гибсона за то, что слишком все это натурально. Но мне почему-то кажется, что было, может быть, даже и похлеще того, как показано. Потому что в Исаии написано, что лик Иисуса Христа, его тело было обезображено
паче всякого человека. То есть Да, его если- мучили больше, чем кого-либо Если- за историю. Да, и там есть такой момент, когда лицо, ну, этому герою, который играет Иисуса Христа, так тканью, и тут так Ага. кровь Отпечаток остается. Да. остается. Да, и мы говорим плоть и кровь Иисуса Христа. Мы эту кровь, Причастие мы- да, и мы эту кровь прям видим. Есть очень много еще христианских фильмов на эту тематику. Да, да, Но- часто снимают, но Да, этот но самый они, из великих. да, мы не видим вот такой Патетики. жестокости, да. Мгм. И я думаю, что люди в целом смело могли вот таким образом поступить с Иисусом Христом. И так они и поступили. Жестоко. Да, И, Христос изменил вообще течение, Да, вообще ход истории. ход всего истории, человечества. ход и вообще Искусство. как сильно повлияло это, как говорят, личность, да, говорят, личность. Конечно. Как сильно повлияло, пусть есть люди не верят в божественное Но начало даже Иисуса как Христа, историческая личность. но как историческая личность, пусть мне скажет человек какой-нибудь, покажите мне другую такую историческую личность, пусть он не имеет божественного начала, если человек не верит в это, которая настолько сильно, кардинально, хотя бы на 2000 лет, сколько вот от Рождества Повлияло на Христова, это. повлияло так сильно. И даже исчисление нашей жизни Календарь начался. начинается от Рождества Христова. А все, что было до Рождества Христова, мы как-то склонны забывать. Да. И вот где те люди остались в истории, все те люди, которые жили 1000 лет, Да. а до нашей эры где? Ну, есть лидеры мировых религий, да, тоже очень влиятельные, там, Будда, Конфуций, Мухаммед. Но если вот оставить все в сухом остатке, на эту тему, вот здесь у меня книжечка есть, я недавно ее читал, «Христианство для скептиков», то если вот оставить сухой остаток, да, чем Иисус Христос отличается от них всех, то все упирается в воскресение Иисуса. Все остальные умерли в своих могилах, их почитают, а Господь Иисус, Он воскрес. То есть именно воскресение Иисуса, праздник Пасхи, выделяет его и показывает истинность Христа. Хотел тут добавить, Да, то, да, что ты да. сказал. Вот ты говоришь воскресенье. Насколько важно понимание именно физического воскресения Иисуса Христа. Физического, да, в теле. То есть есть очень многие люди, с которыми ты можешь говорить, и они говорят о том, что я верю, что воскрес. И ты задаешь уточняющий вопрос. Воскрес физически. Вот этот момент мне непонятен. То есть я понимаю духовно, как-то на другом уровне. А здесь вот самое великое чудо, которое тут и есть, воскрес физически и полностью, без остатка. Получается, и какое-то это чудо. Чудо в том плане, что из нашего материального мира Иисус Христос попадает условно в другой, невидимый нами мир вместе с той плотью, которая остается здесь. И более того, Он обещал нам, что и нас воскресит верующих в Него. Да. Так это надежда и радость христианства. Это можно не бояться смерти, потому что мы воскреснем вместе с нашим Господом. Видимо, да. Понимаю, вот это и видно, вот изучая глубоко эту тему, апостол Павел пишет в Новом Завете: если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. То есть зря мы верим, если Христос не воскрес. То есть воскресение — это фундамент всей христианской веры. Смотря фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и муки, которые переносит Иисус, невозможно не задаться вопросом, ради чего? Почему ты это делаешь, Иисус? И вообще, по сути, последние дни жизни Иисуса, вот перед казнью, его казнь, его воскресение, это главное событие его жизни. Главное событие в истории всего человечества. Есть 4 Евангелия, да, в Новом Завете: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. И все они уделяют значительную часть своих текстов именно вот этому отрезку жизни Иисуса Христа. Потому что это ключевое. Иоанн вообще половину своего Евангелия описывает последнюю неделю жизни Иисуса. Да, потому что это ключевое. И вообще вот очень интересно, получается, все христианство, оно основано на страданиях, смерти, воскресении Иисуса. Но еще вот, продолжая тему искусства, я недавно читал одну статью, и там пишут, что все люди искусства практически верующие в том или ином смысле. Даже люди, которые считают себя атеистами и сознательно отвергают веру в Бога, скептики, некоторым из них задали вопрос:
Вы верите в Бога? И они говорили, там, великие композиторы. Вообще я в Бога не верю. Но в момент, когда я творю, я чувствую себя верующим человеком. Потому что вот эта тайна какая-то, с которой соприкасается творческий Да, человек. человек создает. Это вдохновение. Он понимает, что невозможно не быть верующим в этот момент. Потом его мозг включается, когда он остывает. Он говорит, нет, это не может быть. Но в момент творчества атеисты признаются, я верующий. Вот смотри, он создает какой-то мир, и он понимает, что этот мир создается от духовного начала. Вот я учился в институте, в Академии театрального искусства в Петербурге. И вот этот путь, который я прошел, вот 5 лет обучения, если сейчас абсолютно современному человеку рассказать, вот в этой черной комнате, там черная комната, все одеты в черное, только свет, и все в черном, пол черный, все черное, занавешено, все черное, и ты в черном. У тебя остаются только руки, лицо. И вот 5 лет, когда ты пребываешь обучение, там такого уровня тренинги проходят, то есть на энергетическом уровне, обмен энергиями, даже вот сценическая речь, она тоже на этом всем построена, на энергии, на тренингах, которые связаны не с материальным, а порой вот в театральном институте, вот да, я говорю о театральном, я изобразить, в других может быть по-другому. Там обучение на этом и строится, на каком-то духовном начале, поиске какой-то энергии, даже когда человек играет роль, он должен передать импульс. Как говорят, я в образе. В образе. В образе. То есть ты в образе, то есть и ты как бы условно где-то подключаешься и играешь какого-то абсолютно другого человека. Или ты, если режиссер, ты выстраиваешь какую-то такую сцену, которой в целом эти два человека к ней не имеют никакого отношения, актеры. Но то есть через работу с актером они подсоединяются к какому-то другому миру, который ты создаешь. И этот мир, он духовно, видимо, связан как бы с каким-то божественным началом. Именно поэтому, на мой взгляд, то есть все композиторы, художники, режиссеры, актеры, музыканты, уже все в какой-то мере в этом плане, они чувствуют этот вот момент начала, когда говорят энергии, какой-то энергии. Вот. Сейчас модно называть, люди пытаются как-то назвать Бога энергией, силой Вселенной. Это, мне кажется, эта терминология пришла с буддизма. Там называют это энергией, может быть, из чакры. А я вот индуизм, буддизм, да, наверное, больше, индуизм все-таки. Да, там у них же много различных верований. В то время как Бог Библии, которого мы видим, он, это не просто энергия, это личность божественная, проявляется в 3 лицах: Отец, Сын, Дух Святой. То есть его можно обидеть, с ним можно дружить, от него можно отказаться. То есть это конкретная личность. И когда ты так начинаешь понимать, это вообще другое, чем просто некая энергия безликая. Бог так возлюбил человека, что даже позволил себя убить. И вот в этом это такая великая идея, сложная. Великий всемогущий смиряется и позволяет себя убить. Это и есть любовь. Это любовь. Это колоссальная мысль. И любовь, и смирение Иисуса Христа. Она не может оставить тебя безразличным. Творение восстает против Творца. Ведь то же самое в Эдемском саду Адам с Евой сделали. Восстали против Творца. И то же самое мы делаем сегодня. Греша, отдаляясь от Бога, мы восстаем против Него. Вообще, я почти каждый год пересматриваю Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Ты знаешь, что он был снят вообще на языке оригинала? То есть все герои говорили на арамейском и латыни, то есть римский язык, латынь. И по сути ты можешь либо титры читать на русском, чтобы понять, либо тебе даже не обязательно понимать, о чем они говорят. Настолько ты понимаешь контекст и эмоции героев, что тебе можно даже текст, не понимая, просто погрузиться в атмосферу. Да. Иван, ты учился в Кишиневе? Да, я учился 3 года в Кишиневе при театре с улицы Рос. Такой замечательный театр в Кишиневе. И после этого 3 года я поступал в институт в Петербурге, Академию театрального искусства. И все-таки поступил. И настойчивостью своей, да, спустя 3 года я поступил и начал обучение
заново. Ты 5 лет обучался. Уже следующие 5 лет опять обучил, то есть уже с нуля поступил. То есть и тот год последний, который я третий поступал, говорю, если не поступлю, то уже все. Уже не буду ездить. В итоге поступил и так с Божьей помощью вот дошел до И сегодняшнего фильм дня. появился, видишь? И фильм появился. Фильм появился, да. «Дюнер Жюлик» — первый гагаузский художественный фильм. Именно первый гагаузский художественный фильм, потому что до этого были фильмы, Дмитрий Карачебан снимал, фильмы короткометражные, тоже игровые. И мы когда снимали «Дюнер Жюлик» фильм, я был в музее, я просматривал эти фильмы, и даже некоторые моменты, как выстраивал композиция кадра, также где-то позаимствовал у Дмитрия Карачебана. Это где-то даже неосознанно. Интересно. То есть, допустим, посиделки, дернеки. Так. Вот именно в этой сцене, эту сцену, как она выстроена, я увидел я не помню, в каком фильме у Дмитрия Карачебана, но где-то я это увидел, вот этот момент, который имеет свои огрехи, имеет свои недоработки. Да, естественно, да, как ты прежде говорил, мы начали работать без финансирования, и вот таким с Божьей помощью, вот такими все люди нам помогали, и вот такими методами потихоньку сталкивались с различными трудностями. То есть И в фильм итоге был снят на пожертвования людей, получается? я по-другому скажу, это создан, все люди, которые были причастны к этому, созданию этому фильму, кто-то финансово, кто-то Играл роль? да, кто-то абсолютно бесплатно помогал в съемках, операторы с костюмами нам помогали, локации, в общем, очень много. То есть ты был не только режиссером, но ты искал деньги на это. Ну, И естественно. еще много чего, да, ты делал. Дело в том, что То есть это народный фильм, можно сказать. да, этот народный фильм, и на самом деле очень сложный процесс был создания этого фильма от появления идеи. Откуда появилась идея? Вот от появления идеи до завершения фильма, до премьеры прошел год и 8 месяцев. Да? И вот этот год и 8 месяцев, вот Ты жил откуда этим. сначала появилась эта идея. А как она появилась? Появилась идея. Из книги? Это это сценарий. Сценарий был автором рассказа Николай Богло, а автор сценария Тодор Мариногу. Да, два писателя. Но это гагаузских. основа. Но идея это появилась сперва, у меня, как у режиссера, появилась идея создания гагаузского полнометражного художественного фильма, но фильм не являлся целью. Цель, сверхзадача была это популяризация и развитие гагаузского Языка и культуры. Да, абсолютно верно. Чтобы вот эти 2 часа, о которых мы говорили, 1,5 часа, остались вот в том безвременном пространстве, когда нас не будет и пройдут годы, может быть, будет наш гагаузский народ, сохраним ли мы язык, культуру, традиции, но в какой-то момент, условно, там лет через 100-200, если еще социальные сети и все это будет развиваться, когда-нибудь кто-нибудь, может быть, увидит и вот соприкоснется с каким-то тем бытом, как одевались, какие были обычаи, обрядность, какие устои были, ментальность, гагаузский язык. И вот он посмотрит этот фильм и как-то соприкоснется с этим прошлым. И на самом деле вот эта связь прошлого с настоящим, она как бы такая неразрывная у народов, я думаю, вот у гагаузского также. Мы все вдохновение для современной музыки, живописи мы черпаем из прошлого. Это как источник вдохновения прошлое. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что фильм «Дюнер Жюлик», который имеет свои огрехи, имеет различные огрехи, историки могут сказать, там есть недочеты, может быть, в языке есть какие-то небрежности, в костюме, может быть, есть какие-то определенные недочеты. Это все есть. Это связано, как мы говорили, и с недостаточным финансированием, и временем, и силами, которые были затрачены. Многие моменты. Можно было бы сделать лучше фильм этот, богаче. Но Если для бы- первого фильма для это первого, да. прекрасно. В целом, можно сказать, когда вот от появления этой идеи, вот откуда приходит сначала эта идея. Я вот так ходил по Гагаузии пешком из Камрата, шел в Кирсово, просто брал кепку, майку, летом, жарко. И вот из Камрата в Кирсово, с Кирсова в Бешалму, пешком с Бешалмы в Кангаз, с Кангаза по, еще тогда была каменная дорога,
Баурчи. Баурчи, с Баурчи уже до Чодерлунги, с Чодерлунги Тамай, Гайдары, и вот такой круг. Таким образом и появилась идея создания фильма, в том плане, что я видел заброшенные дома, красивые, которые в ней был дух вот этот гагаузский. Людей видел, детей на улице, которые уже говорили больше на русском, видел пожилых людей. И видел быт людей, и так сильно вот эта связь из прошлого меня затянула, что вот в момент очередного такого тура, я его делаю каждый год, каждое лето, в момент этого вот такого вот пешей прогулки по Гагаузии, я и собрал локации, где буду снимать фильм, какая будет одежда, какая будет идея фильма, где-то какая музыка будет. Вот все вот так родилось, то есть получается земля, по которой ты идешь, она тебе дает пищу для вдохновения. И вот так появился этот фильм, навеянный просто вот этим путешествием. И путешествием ты встречаешь людей по дороге, идешь дальше, ты остаешься в любом случае, когда ты идешь долгую дорогу, да, из села в другое село, там, сквозь поле, по этой земле, идешь, и никого нет вокруг, есть только ты и Бог. Ты, Бог, да, природа. и вот и всё. приходят эти идеи, которые... И в какой-то степени, вот можно сказать, что фильм «Дюнюр Джулюк» мои размышления о прошлом и попытка воссоздать то прошлое, попытка воссоздать. Как получилось, уже зритель скажет. Твое отношение к Библии, к Священному Писанию. Читал ты, не читал? Твое отношение к этой книге? Ну, я читаю Библию, да. В какой-то степени пытаюсь каждый день читать. Это как бы не для красного словца говорится, а действительно читаю. И что самое важное, Слово Божье, которое ты можешь, оно все-таки дает тебе тот определенный опыт, когда мы можем обратиться к Богу и попросить Его, чтобы Он научил нас молиться. И через Священное Писание мы можем понять суть молитвы. И молитва, она и может нас всех объединить, всех христиан, независимо. И я думаю, что вот молитва, вот этот диалог с Богом, это то, чему учит нас Библия, и то, что нам дает покой. И мы можем сказать, что это то, что нам дает покой, и мы можем всю свою жизнь отдать в руки Бога, полагаться на Бога, Да. во всем. Даже в тех самых сложных моментах в жизни, которые у нас происходят, мы полагаемся на Бога и говорим: да будет воля Твоя, как в молитве «Отче наш». Да. На самом деле очень тяжело сказать это одно, а вот довериться Богу по-настоящему, да будет воля Твоя, независимо от всех тех обстоятельств, которые могут с тобой произойти в жизни, это на самом деле непростой шаг. Мы говорим об этом, но и не поступаем порой так, потому что это путь, который нам предстоит пройти от нашего рождения до конца. И вот, может быть, хотя бы немного, вот на протяжении этого пути мы поймем ту связь, истинную связь с Богом, которая может нас соединить с Богом, и мы можем обрести ту вечную жизнь, которую нам Для которой Бог мы родились. и... Да. Мгм. Вот первые слова молитвы. «Отче наш». Человек, начав молиться, и уже на этих двух словах, остановившись, уже получает надежду. Отче, Отец наш. То есть у меня есть Отец, я не одинок. Вот ты точно помнишь эти слова из Псалтири? «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, Да. пребывает вовек. Господь окрест народа своего». Первый гагаузский фильм было бы здорово, если появились бы еще другие фильмы. У нас был проект «Димитраж Патараш», это тоже на основе, мы разработали сценарий на основе гагаузских сказок. Panere girmişler. 2 baba hem 2 oğul. Almışlar 3 karpuz. Dapa etmişler onları öyle. Hani her birinin payına gelmiş bre bütün karpuz. Nice bu olmuş. Hem nice onlar bunu yapabilmişler. Ha?
этот фильм, он сейчас заморожен, так как у нас не было финансирования. В 2019 году мы начинали его снимать, и мы часть фильма сняли, потом у нас уже не было финансирования, он заморожен временно. Вот. И это тоже как своеобразные размышления о прошлом и попытка их воссоздать, Еще чтобы есть планы люди на могли... будущее? Ну, у нас сейчас в производстве документальный фильм «Халк», но мы его снимаем около 3 лет. То есть с перерывами. Бывает, год не снимали, через полгода снимали. Вот это документальный фильм, который может в таком времени растянулся. Но я думаю, он все-таки будет завершен. Там где-то 30% материала мы уже отсняли, еще придется снять. Когда он будет завершен, я не знаю, но хотелось бы, конечно, завершить. Потому что и на нашем YouTube-канале есть тизер, трейлер этого фильма, который будет «Халк». Димитраж Патераш, кстати, тоже есть тизер, да, тоже можно посмотреть. Вот, поэтому идеи есть. И вот сейчас мы даже с Тодором Мариноглу также разрабатываем сценарий короткометражного фильма, художественного, где-то на 15-20 минут. Ну, пока не будет готов сценарий, мы его доработаем, и вот когда уже полноценно будет готов сценарий, уже после этого можно будет думать о поиске финансирования и уже о планировании съемок. Конечно же, эта вот идея пришла также условно из ниоткуда. Вот идея этого фильма, я не буду раскрывать, какая основная идея, так как сценарий еще дорабатывается. И, конечно же, хотелось бы в ближайший, может быть, год-полтора вот снять этот фильм и уже, чтобы показать премьеру. Ну, все будет зависеть от того, как мы завершим сценарий, и потом от финансирования, и, естественно, от реализации данного проекта. Конечно же, планы есть, поэтому очень хотелось бы, чтобы и кинематограф, как вот этот вот синтез искусства, также развивался в Гагаузии, на гагаузском языке, и было бы здорово, на мой взгляд. Будем надеяться на Господа и будем оптимистами, потому что ты внушил нашему гагаузскому народу оптимизм, что на нашем языке можно и фильмы снимать, и развивать культуру.